Время, всем приготовиться, все по местам. Алмаз, подожди! Ребята, мы все на месте, а где наши родители? Их нет, куда они подевались? Так, вижу объект. Движущиеся предметы. Но это не они. Вижу, объект номер 2, улыбаются. Ребята, вы что? Наши родители уже давно стоят за сценой. Дожидаются, пока мы их на сцену пригласим. Веселые И шумные, Задорные, спортивные мобильные и умные. и весьма креативные. Папы могут все что угодно. Плавать, красным море, кассом дрова рубить. Папы могут быть кем угодно. Только мамой не могут быть. Только мамой не могут быть. Кстати, наши мамы услышали, что мы о папах говорим. Вот, идут сюда. Чуткие И нежные. Ласковые и современные. модные и стильные, талантливые, самые любимые. Дети наши, может, и не идеальные, но простые и реальные. Немного озорные. А в общем они... Вот такие! Девчонки, мальчишки. Мальчишки, девчонки, мы учимся вместе, друзья. Всегда у нас весело в классе. Да здравствует дружба! Ура! Вас приветствует самый дружный класс и родительский комитет. Сабинской гимназии! В чем же секрет нашего дружного класса? Поделимся с вами секретом. Помощь классному руководителю в налаживании контакта с коллективом родителей. Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми. Влияние на формирование культуры родительского общения. Быть посредником между семьей, школой и общественными организациями. Инициативы и предложения по улучшению образовательно-воспитательного процесса в школе. То наш успех! В этом году наша республика празднует столетие образования ТССР. Именно в семье и в школе закладывается фундамент патриотизма, закладывается чувство любви к своему родному городу, к селу и к человечеству в целом. Прививать детям любовь к родине, желание трудиться на ее благо. Наш родительский комитет – это и есть большая и дружная семья. Вместе мы можем практически все. А главное то, что наши семьи дарят радость людям. Мы любим дарить людям
видим счастье. И этому нас научили наши родители и наши учителя. И как хорошо, что любовь и добро к людям они нам с детства прививают. Нас не делили по цвету глаз, солнце светило одно на всех. Верили в дружбу без лишних фраз и за мечтою стремились вверх. Люди придумали счастью запреты, ветер заметил судьбы и на ленту и ощутил на границе большую любовь. Мы единое целое, и дождь, и облако белое, и все, что прожито, пройдено, никем на свете неделимо. Мы единое целое, и все, кто верит и верует, пройдут сквозь грозы и бури легко и незримо. Чайный рек приборных, кто создает шедевры на холсте. Кто ценит красоту полей раздольных и щебет птиц на утренней заре. Культурный тот, кто ценит жизнь, свободу и не зависит от валют, монет. Кто не прожигает напрасно годы, а оставляет в жизни добрый след. Еще раз здравствуйте! И снова мы, родительский комитет Сабинской гимназии! Каждый ребенок – уникальная личность. Эта его особенность может быть залогом его будущего успеха. Наш успех – это успех наших детей. Наш родительский комитет предлагает вам проект «Формула успеха». В рамках стратегии развития и воспитания обучения приобщения детей к культурному наследию. В современных условиях, на фоне снижения духовно-нравственных ценностей и общероссийской национальной идентичности, актуальность нашего проекта подтверждают слова президента Владимира Владимировича Путина. Многие молодые люди плохо знают, а подчас просто оторваны от культуры своих корней. Невысок и уровень культуры и поведения. Практическая значимость проекта для наших детей заключается в том, что использование разнообразных форм и методов работы с детьми способствует расширению и обогащению знаний детей о культуре и традициях своего народа, любви и бережного отношения к культуре и традициям родного края. Повышение качества образовательного процесса по духовно-нравственному воспитанию через организацию совместной исследовательской деятельности родителей, детей, педагогов, значимость проекта для наших учителей. А для нас, родителей, это еще раз повод встретить, узнать своего ребенка, посмотреть на него с лучших сторон, увидеть в разных ситуациях его индивидуальные особенности. А новизна проекта проявляется в сотрудничестве педагогов, детей и нас, родителей, в сфере воспитательно-образовательного процесса гимназии. Цель нашего проекта – воспитание духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан России, патриотов своей Родины. Для достижения цели мы совместно с нашими учителями и детьми решили следующие задачи. Привитие детям чувство любви к своему родному краю, своей малой родине. На основе приобщения к родной культуре и традиции, культурно-исторических ценностях. Важное место для развития детей занимают экскурсии по достопримечательностям нашего поселка, района, историческим местам республики и городов России. Посещение культурно-исторических объектов родного края, Москвы и Санкт-Петербурга еще больше расширило культурный кругозор
кругозор детей. Организация выставки «Мое генеалогическое древо» способствовала более близкому общению членов семьи, так как помощниками в исследованиях детей были мы, родители, бабушки и дедушки. Составление родословной имеет большой воспитательный потенциал. Дети изучают историю своей семьи, в детях формируется чувство ответственности за свой будущий выбор. Развитие познавательной активности детей посредством исследовательской деятельности с привлечением нас, родителей и старшего поколения. Итогом этой выполненной работы является информация о тружениках тыла года Великой Отечественной войны. Особенную информацию оформили в альбом «Поклонимся великим тем годам», а также информация о детях войны нашего поселка. Формирование чувства национальной гордости, национального самосознания, способности жить с людьми других культур, языков и религий. Уважаемые жюри и участники конкурса, с нашей точки зрения, по итогам выполнения проекта первые шаги удались. Безусловно, нравственные качества являются значимыми для достижения успеха. Вот она, наша формула успеха! Мечтать, творить, познать и действовать! Надеялись. Вот. Огромная благодарность администрации Сабинского района за то, что они нас приняли, что у нас сегодня получился шикарный, так сказать, конкурс. Членам жюри мы задержались, потому что мы